Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши Пшара. Сегодня в программе. С планами на сотрудничество завершился официальный визит Аслана Бжания в Сирию. Уничтожить вредителя в Галском районе приступили к лечению плантации орешников с воздуха. Разрушительный поток, крупный оползень произошел выше озера Рицы в горной местности Ауатхара. Завершился официальный визит Аслана Бжания в Сирийскую Арабскую Республику. В четверг утром во временную резиденцию президента Абхазии в Дамаске прибыл президент Сирии Башар Асад и пригласил Аслана Бжания на официальный завтрак. В знак особого уважения за рулем автомобиля, на котором главы государств отправились в ресторан, находился сам Башар Асад. Президент Абхазии поблагодарил Башара Асада за радушный прием, оказанный ему и всей абхазской делегации. Уверен, что результаты официальных встреч принесут взаимную выгоду гражданам Абхазии и Сирии, а дружественные отношения президентов будут способствовать еще более активному развитию межгосударственных отношений, подчеркнул президент Абхазии. Аслан Бжания пожелал Башару Асаду успехов на предстоящих президентских выборах и новых побед в служении народу Сирии. Президент Сирии передал народу Абхазии пожелания мира и благоденствия. «Я еще не был в Абхазии, но уже по ней скучаю», — сказал Башар Асад. Аслан Бжания пригласил своего сирийского коллегу посетить Абхазию в любое удобное для него время. До отъезда на родину Аслан Бжания встретился с семьей Уалида Маршан, военного и общественного деятеля Сирийской Арабской Республики, генерала-майора армии Сирии, представителя абхазской диаспоры. Перед приездом к семье глава государства почтил память Уалида Маршан, возложив цветы к его могиле. Абхазскую делегацию встретили вдова генерала Жансет Казанба и его сын Халид Маршан. Сын Уалида Маршана, поприветствовав гостей, отметил, что для их семьи это исторический день, и вручил Аслану Бжания шпагу отца, которая была при генерале Абаза, когда он окончил военную академию. Аслан Бжания поблагодарил семью за теплый прием и отметил, что имя генерала Уалида Маршан вписано золотыми буквами не только в историю Сирии, но и Абхазии. В завершении встречи президент Аслан Бжания и спикер парламента Валерий Кварча вручили памятные подарки семье генерала Уалида Маршан. Ежегодно 20 мая Южная Осетия отмечает День памяти и скорби. В этот день, в 1992 году, по дороге жизни, ведущей в Россию, около осетинского села Зар, грузинскими экстремистами был расстрелян грузовик с мирными жителями. Под огонь попали около 50 граждан, 33 из них были убиты. В основном это были женщины, дети и старики. На месте трагедии в 2007 году был установлен обелиск «Скорбящая мать». Ежегодно 20 мая здесь проходит траур мероприятия с возложением цветов и венков в память о невинно убиенных. В связи с 29-й годовщиной Зарской трагедии чрезвычайный полномочный посол Южной Осетии в Российской Федерации Знаур Гассиев сделал обращение к аккредитованным в России дипломатическим миссиям, в котором призывает мировое сообщество осудить и призвать к ответственности грузинское руководство, виновное в преступлениях против мира и человечности. В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий 19 мая 2021 года по подозрению в совершении убийства гражданина Арзанба Кемала Надарьевича, имевшего место 18 мая, задержан гражданин Абхазии Пилия Батал Надарьевич, 1992 года рождения. В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на сбор и фиксацию доказательств. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Абхазии. В Галском районе приступили к лечению плантации орешников с воздуха. Опрыскивание производится с помощью авиации 2 раза в день. В один из рейсов вместе со специалистами вылетела наша съемочная группа. Репортажа Алики Трапш. Всего в Галском районе плантация орешника занимает больше 7 тысяч гектаров. Лечению с помощью авиации подлежит порядка 5 тысяч гектаров ореха фундука. Вертолет абхазских авиалиний 2 раза в день при хороших погодных условиях производит вылет и опрыскивание ореховых плантаций.
Лечение ореха с воздуха производится с 6 до 9 утра, затем вечером с 5 до 7 часов. За несколько часов работы вертолет с воздуха обрабатывает орешник площадью в 600-800 гектаров. Обработка орешника необходима именно сейчас, потому как с наступлением теплых дней перезимовавший клоп летит на растения. На 1 гектар расходуется до 1,5 литров лекарства в 30 литрах раствора рабочей жидкости. При обработке растений для эффективности одновременно используются 2 препарата – от мраморного клопа и грибковых заболеваний. В настоящее время уже обработан орех-фундук площадью более 2000 гектаров. Равнинная местность сел нижней зоны Гальского района и большие площади произрастания ореха фундука не дают возможности провести работы наземной техникой, потому что эти работы, для того, чтобы ее выполнить качественно, она затянется на полгода. То, что мы делаем при благоприятных условиях за неделю. И сроки здесь имеют большое значение, поэтому нам эффективное использование авиации в данном регионе. В других местах, где плотность жителей, где пчелы, где подвергать их опрыскиванию химпрепаратами, это опасно с воздуха. Здесь эта работа уже проводится в 4-й раз за период нашего знакомства с мраморным клопом. И работы дают эффект. Стоит отметить, что все профилактические работы по борьбе с вредителями приносят ощутимый эффект. Так заметно сократилось количество мраморного клопа, в борьбе с которым, помимо химической обработки, хороший эффект приносит так называемый механический сбор, а также установка феромоновых ловушек. Министерство сельского хозяйства Абхазии в рамках сотрудничества с Минсельхозом России приобрело более 60 тысяч ловушек и раздало по районам. Специалисты отмечают важность правильной установки ловушек для вредителей. Феромон, приманивающее, вещество, он собирает вокруг себя клопов. Поэтому ловушки не размещать вблизи жилья, поэтому ловушки желательно не размещать в центре сада или плантации, где желательно борьба с клопом. Ловушку разместить на отдельно стоящем дереве. Вот, допустим, таким планом, чтобы один из ее лепестков обязательно был закреплен к веточке. Почему на отдельно стоящем? Не все клопы попадают в колбу, но большая часть клопов в радиусе 30-40 метров собирается на отдельно стоящем дереве. И сюда понадобится незначительное физические усилия и материальный ресурс, чтобы обработать это дерево раз в неделю, раз в 10 дней. Будет огромное количество клопов уничтожено за счет вот этого материала, и за счет того, что это дерево выбрать, чтобы оно было доступным, чтобы оно не было большим, его просто опрыскивать инсектицидом раз в 10 дней. 10 дней инсектицид будет убирать тех клопов, которые прилетят на запах, размещенный в феромоне. Широкомасштабные работы по защите растений от вредоносных насекомых осуществляются благодаря программе взаимного сотрудничества Министерств сельского хозяйства Абхазии и России. В Галском районе лечение орешника с помощью авиации при хороших погодных условиях будет завершено на следующей неделе. Уже совсем скоро Минсельхоз совместно с районными МТС по всей республике приступит к плановому лечению плодовых культур от насекомых-вредителей. Алика Трапшина, Алагухава, Абхазское телевидение. Министр здравоохранения Эдуард Будба посетил с инспекцией Республиканскую городскую клиническую больницу. В Республиканской ЦРБ министр осмотрел все отделения, пообщался с заведующим медперсоналом, а также пациентами. Эдуард Будба осмотрел и кабинеты, оборудованные для вакцинации от коронавируса. Далее министр направился в женскую консультацию. Ремонт здания был завершен еще в 2019 году за счет бюджетных средств. Однако этими помещениями врачи пока не пользуются и ведут прием в родильном отделении, поскольку ждут оснащения медучреждений инвентарем и мебелью. Также министр посетил Сухумскую клиническую больницу. Главврач Вячеслав Абухба отметил, что проблем в больнице много, и основная – это состояние материальной части. Эдуард Будба осмотрел приемное кардиологическое и терапевтическое отделение, а также обсервационное отделение, открытое в прошлом году в связи с пандемией коронавируса. После осмотра медучреждения Эдуард Будба планирует детально обсудить имеющиеся проблемы с их руководителями. По решению Сухумского городского суда судебными приставами выселены жильцы домовладения, расположенного по улице Станционная, дом номер 53. Взыскателем является гражданка Абхазии Ольга Брюханова, а должником гражданка России Юлия Тетерина. Об истории конфликта и о том, как было исполнено решение суда, в материале Эсмы Гуланцы.
Дом, расположенный по улице Станционная, 53, уже много лет является причиной судебных тяжб между гражданкой Абхазии Ольгой Брюхановой и гражданкой России Юлией Тетериной. По решению Сухумского городского суда 2019 года Тетерина получила иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Согласно данному решению, Тетерина не является законной собственницей домовладения и надлежит выселению. По просьбе Юлии Тетериной процедура выселения неоднократно откладывалась. Были неоднократно судебные у них тяжбы происходили. Это выселение уже продолжается в районе 10 лет, насколько мне известно. Но постоянно это откладывалось, не доходило до конца. Данная гражданка Тетерина ходила, жаловалась во все инстанции, но ей везде отказывают. Где-то мы сходили на то, что по-человечески, как говорится, но не получилось. Сегодня в принудительном порядке нам нужно выселить данную гражданку с данного домовладения, потому что уже все сроки нарушены и постоянно идут жалобы на нас, что мы бездействуем. Еще вчера мы ее уведомляли. Было 2 раза уже тоже назначено у нас день выселения, но оно не происходило по той причине, что откладывали мы. Откладывали, потому что она то мать у нее умерла, то еще что-то. Ну, со всех сторон по-человечески постарались мы подойти. Со слов самой Тетериной, в 2009 году они с супругом переехали в Сухум. В столице они купили домовладение у гражданина Абхазии Даута Квициния. Однако, как известно, по законам республики иностранные граждане не имеют права приобретать недвижимость в нашей стране. Поэтому спустя 6 лет дом был переоформлен на жительницу Сухума Ольгу Брюханову. Мы записали на эту женщину, она вошла ко мне в доверие. Супруг не захотел записывать на абхазцев принципиально, сказал, давай на эту русскую. Ну хорошо, она очень вошла ко мне в доверие, хотя многие мне потом стали люди говорить, Юля, так нельзя со своей добротой. В 2015-м переписали на нее, даже генеральной доверенности не сделали, настолько ей доверились. Далее в семье Тетериных произошел разлад. Супруги развелись, и бывший муж Юлии вернулся в Россию. А затем самой Юлии пришла повестка из суда по делу о выселении из дома. Юлия утверждает, что ее бывший супруг вступил в сговор с Брюхановой. Он снова уезжал, приезжал. В марте месяце он даже приходил ко мне сюда, спрашивал, как что, собака иной раз выгуливал. И, значит, в марте месяце он мне говорит, что уезжает опять к матери. Мать, видимо, заболела у него. Моя мама была здесь. Вот. После этого, значит, 1 марта он уезжает, 2 марта мне приходит повестка из суда. Меня назначается судья был Авицба, а выселение меня из дома. Брюханова написала в своих бумаге там против меня о том, что меня выселить, что она, оказывается, со мной уже давно общается, то есть говорит мне о выселении, а я ее 2 года уже не видела. Однако, по словам адвокатов Ольги Брюхановой, дело обстоит совсем иначе. Как заявляет истица, в 2015 году именно она приобрела дом у Даута Квициния. На совершенную сделку имеется соответствующий договор купли-продажи, нотариально заверенный и никем не оспоренный. До начала выселения Юлия Тетерина попросила отложить процедуру, так как на днях умерла ее мать, и она планирует делать поминальный стол. Сначала приставы были готовы пойти навстречу, однако противоположная сторона отклонила просьбу, сославшись на то, что аналогичные предложения были не раз. После описи имущества приставы приступили к выселению. Сотрудникам правоохранительных органов сопротивления оказано не было. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Выше озера Рицы в горной местности Ауатхара произошел крупный оползень. Несмотря на то, что сход сели для этих мест обычное явление, по словам специалистов, в таких масштабах это произошло впервые. Чтобы оценить ситуацию, на место прибыли экологи, геологи, сотрудники МЧС, директоры и лесничие национального парка. Их сопровождала и наша съемочная группа. Репортаж Гугуц, Иордания. Эти кадры сняты сотрудниками Рицинского реликтового парка. 9 мая спокойствие и тишину в горах на тропе, ведущей на Альпийские луга, нарушил внезапный сход сели. Со стороны кажется, что это просто незначительный поток грязи вперемешку с водой, который движется по горным склонам. Внезапно он начинает набирать обороты. В этот момент сотрудники парка уже понимают, что здесь пострадает немало деревьев. Но предотвратить или остановить природное явление невозможно. Позади меня уже последствия того, что произошло. В результате схода сели погиб молодой лес. Сейчас дорога на Альпийские луга закрыта.
Альпийские луга пользуются большой популярностью в любое время года и у приезжих, и у местных жителей. Здесь расположены студенческий лагерь и погранзастава. А по дороге стоят домики для отдыха туристов. Если не принять меры сейчас, все эти объекты останутся вне зоны доступа. Сель – это стремительный поток из смеси воды, обломков, горных пород и грязи. Возникает он, по словам специалистов, во время ливней или в период таяния снегов. Кстати, осадков в этом году, особенно весной, в Абхазии было много. Сход сели в горах – обычное явление. Но в таких масштабах в национальном реликтовом парке это происходит впервые. Почему это произошло, сказать, теоретически, конечно, это возможно. Ведь есть понятие такое в геологии, как выветривание, да? Влага, вода, воздух, мороз, они проникают в недра, в трещины, естественно, все больше и больше усугубляя эту ситуацию. Когда достигает критической массы или энергия энтропии достигает предела, и вот тогда происходят такие вот явления. Узнав о том, что произошло, руководство Рицинского парка организовало экспедицию, чтобы увидеть все своими глазами и решить, как действовать дальше. Чтобы оценить масштабы произошедшего, на место прибыли экологи, геологи, сотрудники МЧС, лесничие и директор Рицинского реликтового национального парка Адам Урбагателия. Да, этот сюрприз произошел 9 мая, в День Победы. Наши дежурные инспектора доложили, что здесь произошло что-то необычное. Вы сами в этом убедились. Это на самом деле так. Это природное явление. На первое время, что в голову приходит, это человеческого фактора здесь нет. Это однозначно, точно. Но очень большие проблемы в виде расчистки. Конечно же, мы будем расчищать. Май, а по дороге на Ауатхару все еще лежит снег. Сначала мы добирались на машинах, а потом автомобили пришлось оставить и добираться пешком. На 52-м километре находится мост, который может пострадать в результате схода сели. Этот мост ведет к альпийским лугам. В результате обвала здесь образуются заторы. Сейчас он находится в опасности и может обвалиться. Этот мост был сделан в прошлом году именно по той стороне, по правой, по которой была заложена новая стена. Вот там образовался затор. Вот сейчас вот надо будет расчищать, чтобы не смыло фактически левую сторону. По правой, да, по левой стороне уже идет полное подмывание, и он стоит под угрозой на сегодняшний день в связи с таянием снега, в связи с этим обвалом. Вот, и надежда на руководство парка, надежда на МЧС и на всех. Одобрят, мы будем вызывать спецтехник. Сейчас экологи, геологи и сотрудники национального парка исследуют эту местность, прорабатывают возможные меры. По словам специалистов, нужно действовать аккуратно и просчитать, как будет лучше. Ведь это природа, и она непредсказуема. Гугу Савардания, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Русдрам начал прием заявлений от абитуриентов, граждан Абхазии на поступление в Высшее Московское театральное училище имени Щепкина при Государственном академическом малом театре России в 2022 году. Срок обучения – 4 года. Форма обучения – очная. Специальность – актерское искусство. Обучение бесплатное. Выпускникам выдается диплом специалиста и присваивается квалификация артист драматического театра и кино. Напомню, что между ВТУ имени Щепкина и Государственным русским театром драмы имени Искандера достигнуто соглашение о наборе на обучение 15 человек из Абхазии в 2022 году. В декабре 2021 года в Государственный русский театр драмы имени Искандера приедет отборочная комиссия, которая проведет прослушивание. В первый же день приема заявлений подали 10 человек. Директор Русдрама Ираклий Хинтба рассказал нам об условиях отбора абитуриентов. Это, безусловно, выдающееся событие. Ребята обучаться будут на бюджетной основе, то есть бесплатно. Для тех, кто попадет в этот престижный вуз, я думаю, что будут созданы все условия для учебы. И самое главное, что это определит, конечно, траекторию жизни тех ребят, которым посчастливится туда попасть. Прием заявок мы начали с сегодняшнего дня, 20 мая.
мы указали номер телефона, по которому нужно будет позвонить в наш театр, либо прийти к нам. Надо будет заполнить анкету. Прием документов будет вестись несколько месяцев. Я думаю, что все лето мы будем принимать заявления. Мы будем рассказывать абитуриентам о том, что им нужно подготовить для того, чтобы пройти конкурсные испытания. В декабре к нам сюда приедет комиссия из ВТУ имени Щепкина, из Москвы, которая вместе с нами будет производить отбор. У нас будет несколько этапов. Первый способ – это вот анкеты. Мы будем принимать анкеты, они могут прислать их на почту info@rosdram.org или же оставлять в кассе театра. После этого они будут приходить на собеседование к директору, и уже после этого мы будем давать им список литературы, которую они должны будут подготовить для того, чтобы поступить в декабре, предстать перед комиссией, ответить на вопросы, которые им будут задавать. Дополнительную информацию по поводу поступления могут узнать по телефону 700 76 66 у администратора театра. Как правильно вас представить? Помощник генерального директора. Дэниел Дмитриевич Яковиди. Яковиди. В рамках подготовки к курортному сезону в соответствии с распоряжением главы столичной администрации Беслана Эшпа в Сухуми прошел очередной общегородской субботник. В уборке улиц приняли участие сотрудники различных организаций и ведомств. Репортаж Денизы Гергия. С самого утра в восточной части столицы педагогические коллективы и учащиеся 6-й средней школы с вениками, граблями и лопатами в руках вышли на уборку территории. Коллектив дружно трудился от моста до остановки Килосор, включая привокзальную площадь. Вот это вот грязь, то, что царят люди, очень плохо. И поэтому я вот убираю, чтобы наша Абхазия была очень чистая. В районе Килосора мы встретили депутата Народного собрания Абхазии Лашу Ашуба, который участвовал в субботнике. В преддверии курортного сезона проведение субботника депутат считает необходимым. Мы ждем огромное количество гостей в этом году, поэтому мы должны по максимуму не только в городе Сухум, но и во всех районах республики навести порядок на наших центральных улицах, тротуарах прежде всего. Сегодня будний день фактически, поэтому многие взрослые не смогли поучаствовать. Пообещали в последующие дни убрать свои дворы, близлежащие территории и так далее. Тем не менее, огромное количество людей сегодня по всему городу, в частности в нашем районе, задействовано в этом мероприятии. К участию в субботнике подключились порядка 20 военнослужащих Минобороны Республики Абхазия. Они очищали тротуары от сорняков, собирали бутылки, пластиковые пакеты, фантики и обертки, разбросанные вдоль улицы. Собранный мусор складывали в мешки и оставляли на дороге, чтобы затем их вывезла коммунальная служба столицы. Весна, трава растет, нужно все косить, убирать, чтобы город был чистый. Нам самим тоже приятно, и вам приятно. Прохожие проходят, смотрят, чтобы чисто все было, поддерживать надо всегда чистоту. А то люди загрязняют, проходят кидать бытовой мусор. Тоже жалко, все на виду, люди приходят, тем более сезон, люди приезжают, отдыхают, некрасиво, нам самим неприятно. Сотрудники Министерства финансов во главе со своим руководителем Владимиром Делбо взялись привести в порядок площадь Свободы. Основная часть работы легла на мужские плечи, но и женская часть коллектива тоже не осталась в стороне. Они подметали улицы, чистили бордюры от сорняков. Бог в помощь. Как проходит субботник? Скажите, с каким настроением вы участвуете? С позитивным настроением вышли поддержать общегородскую акцию «Чистый город». Вот хотим своими усилиями привести в порядок. Призыв администрации Минфин поддержал. Многие наши министерства и ведомства тоже присоединились. Хотелось бы, конечно, чтобы граждане к прилегающей своей территории тоже прикладывали усилия, выходили хотя бы раз в месяц, чистили, наводили порядок. Все-таки это наш общий город. Будем поддерживать его в чистоте, и тогда нам не придется краснеть.
На набережной столицы ситуация сама по себе немного лучше. Работники коммунальной службы убирают здесь каждый день. Результат налицо. Набережная практически очищена от мусора. Работы по уборке территории шли и в районе турбазы. К сожалению, жители многоквартирных домов и частных домовладений, участвовавших в уборке дворов, мы не встретили. Но так или иначе, общими усилиями неравнодушных граждан большая часть территории столицы была очищена от мусора. К общему городскому субботнику присоединились и мы, работники АГТРК. Убираем территорию, рабочие кабинеты, и это наш вклад в чистоту города. Помимо внутренней уборки помещений, наши сотрудники очистили, к слову сказать, достаточно большую прилегающую территорию. От сорняков собирали листву, покрасили перила и лавочки. И теперь во дворе АГТРК чистота и порядок. Дениза Герке, Тимур Гугохя, Абхазское телевидение. На уборку прилегающей территории вышли и сотрудники городской администрации во главе с мэром Бесланом Эшба. Смотрите репортаж пресс-службы столичной администрации. 20 мая в Сухуме прошла акция «Чистый город». Она была организована по инициативе мэра Сухума Беслана Эшба. За 2 недели до акции администрация столицы обратилась ко всем горожанам принять в ней участие. Операторы сотовой связи также разослали сухумским абонентам СМС-рассылку о предстоящей акции. В администрации разработали план мероприятия с указанием городских территорий, закрепленных за определенными учреждениями, предприятиями, организациями Сухума. В нем подробно расписаны виды работ. Где-то нужно покосить и удалить сорную траву и мусор, а где-то подмести и произвести покраску. Приняли решение объявить день «Чистый город», привлечь практически все государственные учреждения, ведомства, министерства, все коммерческие структуры, всем была произведена рассылка, делали СМС-оповещения, обоих сотовых операторов попросили всех подключиться к такой акции, как «Чистый город». Нам помогают и общественные организации, и благотворительные организации по всему городу. За организациями, за предприятиями закреплены конкретные участки, особенно за домоуправлениями. По всему городу идет эта акция в настоящее время. Мы выбрали специально рабочий день, потому что в выходные у всех свои планы. Сами сотрудники администрации Сухума тоже всем составом во главе с мэром вышли на уборку города. За ними был закреплен участок набережной на промежутке от ресторана «Дэм» до поворота на Маяк. Раньше у нас субботники были. И в продолжении этого коллектив, встречаемся, давно не виделись все вместе, работаем, смеемся. Да, чтобы почистить. Видите, вы все веселые. Работы не боимся, что можем, то делаем, убираем, чистим. У всех должен быть девиз за чистый город, чтобы наш город процветал, чтобы мы усилия к этому прикладывали. И призываю всех горожан в такие субботники, чтобы обязательно все присутствовали и пытались навести чистоту и красоту в Сухуме. Привыкшие держать ручку в руках офисные работники подметали и убирали задорно, вооружившись на сей раз метлами и лопатами. Лихо перетаскивали мусор, предусмотрительно надев перчатки. От поворота на Маяк в сторону города по набережной двигалась другая часть коллектива администрации, которой руководил замглавы столицы Автандил Сурманидзе. Ответственный руководитель и координатор акции «Чистый город», заместитель директора департамента ЖКХ столичной администрации Руслан Авицбам рассказал, что для проведения акции было закуплено около 2000 перчаток, почти 3000 мусорных мешков, порядка 250 лопат, примерно такое же количество грабель, около 100 тяпок, а также вилы, топоры, секаторы – все то, что просили многие подразделения администрации, в том числе домоуправления. А например, школам и некоторым ведомствам дополнительный инвентарь от администрации не понадобился. У них все свое имелось в наличии. Эти количество откликнулось, ведомств, министерств, люди очень большую активность проявляют, даже учитывая, что мы в достаточном количестве приобрели инвентарь, но столько людей пришло, и этот инвентарь разлетелся буквально в считанные секунды. Поэтому я думаю, что все у нас пройдет сегодня гладко, тем более погода позволяет, все замечательно. Я думаю, что при такой активности мы хоть как-то и постараемся немного на каком-то уровне привести наш город в достаточно чистое состояние.
У памятника военнослужащим Вооруженных сил России, выполнявшим миротворческую миссию в республике, уборку проводил пограничный отряд СГБ Абхазии. Командир взвода Руслан Гвинджа поделился, что ребята сами изъявили желание участвовать в акции «Чистый город». Директор Центральной библиотеки Цынули Нанба заметила, что сотрудники каждую неделю убирают территорию перед библиотекой, но посчитали нужным выйти и на общегородскую акцию. Тут же им в помощь оставил мешки для мусора, проезжавший мимо координатор акции Руслан Авицба. Поработать, чтобы как субботник. Но мы в неделю один раз тоже выходим, чистим. Так что здесь выходят все люди. Как вы знаете, что люди все за собой не смотрят, и мы все время каждую неделю выходим. Но сегодня уже настоящий чистый субботний день. В общегородской акции принимали участие жители всех микрорайонов Сухума, от Киласура до Нового района. Например, сотрудники двух соседствующих предприятий, троллейбусного управления и компании «Абхазпродукт» вышли вместе на уборку прилегающей территории. Организаторами акции «Чистый город» заранее была оговорена и составлена конкретная адресная база установок контейнеров, где большое скопление мусора. Горожане, которые вышли на уборку, выставляли наполненные мешки вдоль дороги. Рабочие коммунального хозяйства совершили объезд по городу и вывезли весь мусор. Администрация города Сухум благодарит всех, кто принял участие в акции «Чистый город» и выражает надежду на такую же поддержку и впредь мероприятий, направленных на благоустройство столицы. Хотя бы даже каждый выйдет и перед своим домом, перед своим участком наведет небольшой порядок, это уже будет огромный вклад в чистоту города. Потому что, как говорится, чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Поэтому вот хотелось бы, чтобы просто мы один раз хотим навести порядок и потом стараться уже поддерживать его. Но это опять-таки зависит все от самих жителей тоже. Поэтому огромнейшее спасибо всем, кто вышел, кто откликнулся. Хочется поблагодарить всех руководителей предприятий, руководителей ведомств, министерств. И в большей степени хочется поблагодарить наших горожан, потому что мы все живем в одном городе. И каждый заинтересован в том, что это было все чисто, аккуратно. Поэтому те люди, которые вышли, им огромнейшее спасибо за то, что они принимают такое активное участие. Амра Амичба, Давидова, пресс-служба администрации города Сухум. 21 мая исполняется 157 лет со дня окончания длившейся больше века Кавказской войны, которая унесла тысячи жизней и стала тяжелейшим испытанием для наших предков. В результате событий тех далеких лет абхазский народ был разделен на тех, кто остался на своей исторической родине, и тех, кто вынужден был ее покинуть. Сегодня, отдавая дань уважения предкам, помня о прошлом, о трагической судьбе абхазского народа, мы должны смотреть в будущее и строить его на основе многовековой культуры и мудрых обычаев, делать все возможное для сохранения национальной самобытности и процветания нашей страны. 21 мая Государственный комитет по репатриации совместно со Всемирным Абхазо-Абазинским конгрессом организует памятные мероприятия на набережной Махаджиров. Здесь в 12 часов дня откроется фотовыставка, посвященная всемирно известным соотечественникам и их потомкам. В 16 часов любители театра могут посмотреть спектакль «Последний из ушедших» в Абхазском драматическом театре. В 20 часов начнется факельное шествие к площади Багапша, к памятнику Махаджирам, где будет зажжена ритуальная свеча Ащамаха. В конце мероприятия на берегу моря будет зажжен нарский костер, и в море будут опущены памятные венки. В Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба состоялся концерт солистов Абхазской государственной филармонии Альдон Ицкуа и Нукзара Какали. В их исполнении прозвучали арии из классических опер, романсы и неаполитанские песни композиторов Дуранте, Пучини, Генделя, Моцарта, Чайковского. Концерт стал первым сольным выступлением на большой сцене для обоих артистов. Видеозапись концерта смотрите в нашей программе в ближайшие дни. В завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в пятницу 21 мая в Абхазии ожидается малооблачная жаркая погода. Температура воздуха ночью 15-20, днем 23-28 градусов. Температура морской воды 17 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.